Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С 23 ноября по 3 декабря в дистанционном формате пройдет 5-й республиканский творческий конкурс «Пой и танцуй вместе с нами», приуроченный Международной декаде инвалидов. Сегодня гостья нашей студии – один из организаторов конкурса Рина Винокурова. Рина Игнатьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о предстоящей декаде. Это ежегодно в это время у нас в республике и в целом по стране проводится декада, посвященная инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому данный конкурс запланировали мы в рамках проведения данной декады, посвященной Дню инвалида. Наш техникум-интернат является инициатором проведения данного республиканского творческого конкурса. Это конкурс у нас 5-й, наш проект, который берет начало 2009 года. В этом конкурсе принимают участие молодые инвалиды до 40 лет и дети с 15 до 18 лет ограниченными возможностями здоровья. Этот конкурс, как я сказала, проводится 5-й раз. В 2009 году у нас победителем стала Большакова Людмила Статинского улуса. Следующий конкурс в 2011 году стал Николай Бандеров Среднеколымского улуса, в 2013 году Акаемова Сардана Чурапчинского улуса и последний конкурс в 2016 году победителем, хозяином приза Гран-при стал Егор Слепцов Момского улуса, который является в настоящее время известным блогером. Часто выступает, поэтому, конечно, победители и в целом участники конкурса, они не просто на данном этапе участвуют, они идут дальше по жизни, проявляя себя на очень высоком уровне. В проведении конкурса участвуют наши социальные партнеры. Так, это наши театры именитые, театр эстрады, Саха-театр, театр оперы и балета, Государственный цирк республики. И учредителем конкурса является наше Министерство труда и социального развития в лице нашего министра Елены Александровны Волковой, которая всегда постоянно поддерживает наши инициативы проведения данных мероприятий. Необходимость проведения данного конкурса, несмотря на настоящее сложное время, на таком дистанционном формате у нас возникла по предложениям прошлогоднего конкурса. В прошлом году в это время мы тоже проводили таланты особенных людей Севера, которым откликнулись очень много участников со всех уголков нашей республики. Он проводился впервые в дистанционном формате, но тем не менее нашли наши молодые инвалиды и дети 7 лет возможность участия. Вообще-таки, конечно, в наше время по известным причинам сократились многие мероприятия, не то что обычных людей, но и особенно людям с ограниченными возможностями здоровья стало очень мало доступа. Поэтому данный конкурс дает такую доступность, возможность участвовать в таком формате мероприятий, выявить таланты, создать условия для доступности и, конечно, привлечь внимание наших деятелей культуры и искусства, оказание им помощи и в целом создание положительного имиджа данной категории наших людей. Вообще наш техникум-интернат, конечно, является очень уникальным учреждением, которое занимается профессиональной подготовкой, обучением по рабочим специальностям и профессиям нашей республики, и наряду с этим оказывает социальные услуги. Это услуги медицинские и социокультурные услуги, которым очень нуждаются дети, особенности выпускники коррекционных школ нашей республики, и в целом молодые, и взрослые инвалиды, которые ограничены получить такое образование в других наших учебных образовательных учреждениях. Рина Игнатьевна, скажите, но ведь этот конкурс, он все же открывает какие-то таланты. Вот вы упомянули, что одним из участников был блогер. А какие еще таланты? Может быть, есть певцы или танцоры, или, может быть, актерское мастерство как-то проявляется в этом конкурсе?
Да, конечно, в таких конкурсах многие впервые принимают участие, поэтому им все интересно, почувствовать свою силу, раскрыть свои скрытые таланты и способности. В этом году мы этот конкурс расширили. Раньше мы проводили конкурс по вокальному искусству, а в этом году мы уже присоединились и танцевальные номинации. У нас 12 различных направлений конкурса. Да, наша задача массово вовлекать участие в данном конкурсе. Это возможно в наше время. Так, мы научились и научили работать наших студентов, воспользоваться и социальными сетями, и новыми различными технологиями общения. Поэтому, естественно, конечно, он востребован, этот конкурс. И я не сомневаюсь, что на данном конкурсе участников будет очень много. Да, для оценки выступлений наших конкурсантов мы привлекаем очень известных, авторитетных наших деятелей культуры и искусства. Нам помогает Министерство культуры и духовного развития. Да, сотрудничает с нами Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. И, конечно, наши неизменные партнеры – это общество инвалидов. Инвалидов, которые направляют, которые помогают распространить положение данного конкурса в связи, среди своих категорий. Скажите, а кто может принять участие в конкурсе? Вот мы с вами выяснили, что в этом году он проходит в дистанционном формате. Да. Следовательно, зрители могут подключиться на платформу и посмотреть. А принимает участие? Да, принимают участие молодые инвалиды, да, 18 до 40 лет. И дети-инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья с 15 до 18 лет. Да, у нас спонсорами выступает очень много наших социальных партнеров. Это и хозяйствующие субъекты, и органы власти, и общественные наши организации, начиная общественные палаты, ассоциации рестораторов, те, с которыми мы очень долгое время сотрудничаем. Скажите, Ирина Игнатьевна, как творчество помогает детям с ограниченными возможностями в жизни? У нас по реабилитационной части очень много направлений работы, не только социокультурное, есть еще одно направление – адаптивная физическая культура, которым мы известны очень хорошими результатами своей работы. Я могу бесконечно назвать и вспомнить личные примеры наших воспитанников, студентов, которые, приходя к нам учиться, они раскрыли свои таланты, стали спортсменами, стали артистами. И, конечно, безусловно, не только учеба, но и мы стараемся развивать и другие способности. Каждый человек, в том числе и наши студенты, это личности. Это очень умные, очень красивые, очень талантливые люди. И наша задача, конечно, со своим коллективом раскрыть эти таланты. Поэтому у нас очень широкая сеть дополнительного образования, в котором не только вокальные и социокультурные таланты, но и поделки различные, умения. И самое главное, конечно, это умение ориентироваться в нашем сложном мире, чувствовать себя полноправным гражданином общества, чтобы у нас общество было полностью на стороне нашей категории, наших инвалидов, особенности детей, которые только начинают шагать по этой жизни. Поэтому проведение таких конкурсов, оно востребовано. Так, главная задача организаторов, чтобы положение и сам конкурс охватил как больше участников, чтобы они получили огромное удовольствие и раскрыли свои крылья и, как говорится, полетели вперед по жизни уже самостоятельно с песней, с танцами. Ирина Игнатьевна, скажите, а какие условия созданы для учащихся в Республиканском техникуме-интернате вот как раз для реализации песен и танцев? Да. Этот конкурс текущего года, он посвящен 75-летию открытия нашего техникума, который мы отметим в марте 2022 года.
Поэтому этот год учебный посвящен юбилейным мероприятиям. Естественно, этот конкурс занимает центральное место на данных юбилейных мероприятий, которые проходят у нас под девизом 75-летию нашего техникума-интерната, 75 достижений и добрых дел. Наше Министерство труда и социального развития в лице нашего учреждения создал все условия для нормального прохождения обучения профессионального и, конечно, реабилитации комплексной наших инвалидов, наших детей, которые приходят к нам учиться в течение года, 2 лет. Мы ежегодно принимаем по 110 студентов. И, конечно, предоставляем все условия, которыми на сегодня обеспечены. Скажите, Ирина Игнатьевна, а кто из известных артистов сотрудничает с вами? Вот потому что вы уже говорили о том, что есть действительно партнеры, на которых можно положиться. И проводятся ли какие-то встречи, мастер-классы, уроки успеха, актуальные беседы вот как раз-таки тех интересных гостей с вашими подопечными, с вашими детьми? Ну, я не могу назвать все артистов, которые у нас бывают в наших мероприятиях. Их очень много. И они все очень именитые, очень заслуженные люди. Я хочу назвать и выразить слова огромной благодарности коллективам театра, оперы и балета, театрам эстрады, Сахатеатру, Государственному цирку республики, и всем другим нашим партнерам, которые всегда приходят и даже в настоящее время в любом формате принимают участие в наших мероприятиях. И придумывают разные новые форматы общения с нами. В прошлом году Сахатеатр провел дистанционную экскурсию по своему театру. Они показали все свои уголки театра, что представляют, рассказали обо всем деятельности своей работе. И это, конечно, нашим студентам было очень интересно. Они предоставляют нам билеты, приглашения о различных своих постановках. И это, конечно, очень большое приобщение искусству, особенно для студентов из далеких, отдаленных, в том числе и арктических районов, которые обучаются в нашем техникуме. Благодарю вас, Ирина Игнатьевна, за такую интересную и актуальную беседу. Пожелаем, чтобы ваш конкурс прошел максимально творчески и креативно. Я благодарю вас за приглашение и призываю всех молодых людей, детей, их родителей принять самое активное участие в нашем конкурсе. Успехов вам! И вам. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.